Добрый вечер. Вы смотрите телеканал ЭТР. В эфире «Прайм Мацарский», программа, в которой я, Юрий Мацарский, рассказываю вам обо всем важном, интересном или просто любопытном из того, что происходило за последние дни в мире. Не буду ломать традиции, не буду уже нарушать устоявшиеся правила. И сегодня начну по традиции с дайджеста. Отправляемся мы в самом начале в Соединенные Штаты Америки, на Аляску, в один из крупнейших, самый большой североамериканский штат, который отделен от остальной территории США, территория Канады, но там тоже есть на что посмотреть, там тоже есть о чем поговорить. История, которую хочу сейчас рассказать, произошла еще 14 июля, то есть около 3 недель назад, но стало известно только вот буквально на днях, потому что журналисты до нее добрались, а если журналисты не добрались, считают, что ничего не происходило. Что же произошло на Аляске? Там в одном из местных заповедников, в одном из национальных парков на группу туристов вышел настоящий огромный бурый медведь, причем того самого подвида североамериканского, который самый большой и, наверное, самый опасный. Вот посмотрите, вот идут туристы, снимают все на мобильный телефон и выходят. Это выглядит как будто это съемка фильма, и как будто это не настоящий медведь, а как будто это какая-то компьютерная модель. Но нет, это самый настоящий хищник, самый настоящий медведь, который весит сотни килограммов, с огромными, посмотрите, какие лапы, там же не когти, там прям настоящие лезвия. Кто-то из группы или сопровождающей группы крикнул ему что-то в стиле: «Эй, большой парень!» Медведь обернулся, но потом ушел дальше. И я хочу сказать, что, конечно, это невероятное везение, потому что обычно и очень часто приходят сообщения не только из Соединенных Штатов, но и из других краев, где водятся медведи, о том, что вот такого рода встречи заканчиваются трагично. Совсем недавно в другом американском штате, где-то уже в континентальной части, встреча с медведем закончилась для туристки смертью. Действительно, медведь просто разодрал женщину, которая путешествовала тоже где-то в заповедной зоне. Поэтому можно сказать, что, конечно, это уникальные кадры. Медведь, огромный взрослый медведь, подошел к туристам, рассмотрел их с интересом и потом пошел дальше, не тронув никого. Пожелаем удачи и этому добродушному зверю, и тем людям, которые столкнулись с ним, и благодаря которым мы видим это видео, а сами переносимся в Грецию. Я в прошлой, по-моему, программе рассказывал о кошмарных лесных пожарах, которые охватили Турцию. Там сейчас даже идет расследование, потому что есть основания, достаточно веское основание предполагать, что это не самовозгорание, что это не, там, грубо говоря, не из-за небывалой жары, не из-за бывалой солнечной активности вдруг вспыхнули леса, а что это были умышленные поджоги, совершенные террористами. Но горит сейчас не только Турция, горит еще несколько стран Центральной и Восточной Европы и Ближнего Востока. В частности, вот на Грецию обрушились лесные пожары. Видите, это эвакуация, это люди, которые находятся на огромном пароме. Это фактически вот такая лодка. Это видео снято с кем-то из пассажиров этой самой лодки, отходящий паром с одного из греческих островов, на котором сейчас бушует пламя. Видите, вот буквально подошло к береговой линии это пламя. И люди, фактически не то чтобы в самый последний момент спаслись, но, похоже, оставались какие-то считанные часы до того момента, когда огонь подберется уже и к береговой линии. Есть известно уже, что есть погибшие, не всем удалось спастись, не все сбежали, не все вот как те люди, которые умудрились спастись на пароме, не все смогли сбежать от наступающего огня. Есть кто-то, кто либо погиб в огне, либо задохнулся продуктами горения. Известно даже, кстати, что рухнул во время тушения лесных пожаров пожарный самолет. К счастью, пилот его, человек, который управлял этим самолетом, выжил. Его уже нашли, он получил какие-то травмы, его же коллеги пожарные уже отправили в больницу. Но вот пожары продолжаются, их удается где-то локализовать. Часть из этих пожаров уже потушена, уже где-то рапортуют о том, что в тех или иных частях Греции удалось совладать со стихией, но не везде. Еще продолжаются эти пожары, и, повторюсь, не только в Греции, в ряде других стран и Европы, и Азии, и Ближнего Востока эти пожары продолжаются. Из Греции, фактически из сердца Европы отправляемся в Латинскую Америку, в Южную Америку, в Перу. Там принял присягу новый президент, которого зовут Педро Кастилья. Это очень интересный персонаж. Это тот человек, который
до того, как прийти в политику, работал сельским учителем, простым сельским учителем. Вот если вдруг никому ничего не напоминает, подчеркну еще один момент. Он, когда шел на выборы, этот Педро Кастилья заявил о том, что те люди, у которых в Перу сейчас нет денег на то, чтобы купить автомобиль, должны хотя бы иметь возможность купить велосипед. И сам похвастался тем, что с удовольствием ездит на велосипеде. То есть ездит на велосипеде учитель и президент. Ну, прям как из сериала, прям как из кино. Еще чем знаменит Педро Кастилья? Он марксист. Он такой завзятый марксист, таких очень-очень левых взглядов. Правда, перед самой инаугурацией, вот вы видите, сейчас инаугурация, он приносит клятву соблюдать Конституцию, работать только на благо народа Перу и заботиться о перуанцах как о собственной семье. Так вот, незадолго до принесения этой клятвы и вступления официально в должность президента, он выступил с заявлением, в котором сказал: так, ребят, вы поймите, я не коммунист, я не чавист, имея в виду, что он не собирается повторять шаги уже мертвого президента Венесуэлы Уго Чавеса, который начинал с того, что фактически национализировал всю иностранную собственность или всю важную иностранную собственность в стране и забрал у американских, в первую очередь, компаний, нефтяных компаний в Венесуэле всю их собственность. Так вот, Педро Кастильо начал с того, что нет, ребят, я этим не буду заниматься. Пожалуйста, имейте в виду, я парень не настолько радикальный, не настолько левый, со мной можно иметь дело, в том числе и иностранным инвесторам. Правда, фактически тут же, перечеркнув все сказанное, назначив премьер-министром, назначив главой правительства человека по имени Гуидо Бельидо. Этот Гуидо Бельидо, вот он уже никогда не говорил о том, что я не коммунист, наоборот, он всячески подчеркивал, что он настоящий, что ни на есть коммунист, и сейчас, более того, этот премьер-министр Перу у себя в Перу находится под следствием за оправдание терроризма. Дело в том, что он в интернете писал посты, оправдывающие или даже восхваляющие одну из группировок, таких экстралевых, ультралевых маоистских группировок, которая называется «Сияющий путь» или «Сияющая тропа». Эта группировка была известна убийствами в 80-е, в 90-е годы в регионе Амазонии, не только в Перу, но и в других соседних с Перу южноамериканских странах. Причем чаще всего жертвами этих людей из этой группировки становились не какие-то там буржуи в их представлении, а крестьяне, с которыми вдруг у них возникали какие-то разногласия. Причем крестьяне в первую очередь бедные, потому что так уж сложилось, что сами крестьяне в Южной Америке обычно далеко не самые богатые люди. Они работают не на своей земле, а арендуют землю у богатых землевладельцев. Собственно, вот с такими людьми сейчас будут иметь дело перуанцы, те люди, которые выбрали себе нового президента, а он уже сформировал правительство. Кстати, проблемы уже с правительством есть, например, в Таиланде. В Таиланде на минувших выходных были многотысячные протесты, в первую очередь в Бангкоке, в столице Таиланда, против недостаточных, по мнению очень многих, антиэпидемиологических мер, предпринимаемых сейчас правительством Таиланда. 10 тысяч человек, по самым скромным подсчетам, вышли в эту субботу, в минувшую субботу, протестовать и требовать отставки правительства. Почему они вышли в минувшую субботу? Потому что накануне, в четверг и в пятницу, были рекордные совершенно уровни заболеваемости коронавирусом и смертности от коронавируса в Таиланде. В саму субботу, кстати, тоже был рекордный уровень установлен. Вот в тот момент, когда проходили эти столкновения, стало известно, что почти 22 тысячи новых случаев заболеваний зарегистрированы в Таиланде, и 212 погибших всего за один день. Всего за один единственный день было зафиксировано в Таиланде. Дело в том, что Таиланд – страна, которая очень сильно зависит от туризма, и поэтому правительство все время колебалось между принятием каких-то таких жестких ограничительных мер или их непринятием. Почему? Потому что вводить жесткие ограничения, закрывать курорты, закрывать гостиницы, закрывать какие-то развлекательные комплексы и тем более ограничивать въезд
иностранцев в страну, это очень сильно бить по экономике, а не закрывать, разрешать работу отелей, разрешать работу ресторанов, разрешать въезд свободный иностранцам. Это значит привозить все новые и новые случаи заболевания. Вот в итоге правительство ничего толком не сделало, и экономика пострадала, и заболеваемость растет катастрофически. Вот поэтому люди и вышли на улицу, вот поэтому люди и начали протестовать. Правда, вот пока никаких итогов протеста нет, правительство не уходит в отставку, да и каких-то серьезных изменений в коронавирусной политике тайского правительства тоже не замечено. А вот где ушло правительство в отставку, так это в Тунисе. Я уже рассказывал о том, что там президент Саид отправил все правительство, разогнал все правительство и приостановил действие парламента на 30 дней. Вот, кстати, в 20-х числах, 25, по-моему, июля он разогнал правительство и приостановил работу парламента, и вот на 30 дней ввел чрезвычайный режим. То есть 25 августа уже можно, не так много времени осталось, посмотреть, что там будет происходить, насколько удастся ему справиться с политическим кризисом. Но не только политический кризис сейчас в Тунисе в фокусе внимания. В территориальных водах Туниса были спасены по меньшей мере 394 мигранта. Вот вы видите это видео, снято видео волонтерами из французских и немецких обществ, которые занимаются тем, что помогают, спасают тех людей, которые терпят крушение, те, которые пытаются переправиться из Африки, из Северной Африки или из Ближнего Востока в Европу. Часто они переплавляются вот на каких-то таких вот совсем каких-то утлых лодочек, совершенно не предназначенных для таких серьезных морских путешествий. Вот они терпят крушение. Вы видите, буквально из воды людей достают, потому что эти лодки переворачиваются, их легко опрокидывает даже небольшая волна. И если бы не эти волонтеры, если бы не эти люди, которые отправляются на катерах, на более-менее подготовленных к морским плаваниям судах, конечно, люди бы гибли тысячами. И такое время от времени происходит. Действительно, часто не удается вовремя оказаться рядом с местом крушения, и мигранты гибнут. Известно, что львиную долю тех примерно 400 спасенных составляют жители Сирии и Египта. Это те люди, которые пытаются бежать от войны в случае Сирии, или от бедности, или каких-то политических гонений в случае с Египтом. Тунис и Ливия являются для них самым удобным отправным пунктом, потому что там есть длинная протяженная береговая линия, там можно сесть на лодку и попытаться доплыть до каких-то ближайших европейских стран. Речь идет о Мальте, речь идет об Италии, об Испании, о Греции, но иногда устраивают прямо-таки рекордные заплывы. И вот известно, что пытаются в том числе доплыть, минуя как раз европейский континент, аж до британских островов. К счастью, повторюсь, эти 394 человека были спасены, их вовремя нашли, обнаружили волонтеры, спасли, но на 10 спасенных всегда приходится несколько тех человек, которые не добрались до своей цели и погибли по пути из Ближнего Востока или Северной Африки до европейского континента. А вот, кстати, о беженцах. Беженцы сейчас массово покидают Афганистан. В Афганистане идет активное наступление талибов. Уже по данным, даже не по данным самих талибов, а по данным иностранных западных разведок, уже как минимум половина Афганистана находится под контролем талибов, и люди, которые боятся по той или иной причине расправы со стороны талибов, или боятся, что при талибах к ним будут предъявляться какие-то там претензии, они бегут. Как у них бегут, по большому счету, путь один через соседний Иран. С Ираном есть границы. Вот через соседний Иран афганцы бегут, стремясь попасть в Турцию. Почему в Турцию? Потому что Турция богатая страна, Турция развитая страна. Там проще найти работу, там проще где-то затеряться. Там уже есть сложившаяся некая афганская диаспора. Кроме того, из Турции тоже можно перебраться в Европу, откуда-нибудь из Стамбула или из приграничных городов. Для того, чтобы как-то совладать с наплывом мигрантов, Турция
Турция сейчас начала строительство новой стены по всей протяженности своей иранской границы. Это почти 300 километров. Кроме того, вот видите, там уже отправлены еще и дополнительные силы. Не только пограничники дежурят, какой-то спецназ отправлена боевая техника для того, чтобы препятствовать наплыву, неконтролируемому наплыву беженцев из Афганистана через иранскую территорию. Вот эти люди, несчастные на самом деле люди, которые бросили все, которые остались без домов, которые остались без родины, часто без средств к существованию, вот они бегут через Иран, а это, в общем, много сотен километров, каким-то образом добираются до турецкой границы для того, чтобы потом попытаться найти себя в Турции. Турция, собственно, защищает свои интересы. Турция пытается защитить и свою экономику, и как-то своих граждан от наплыва этих мигрантов. И здесь непонятно, у кого правда. У тех, кто помогает этим мигрантам, у самих мигрантов или у тех, кто пытается защитить страну. Понятно, что в идеале, конечно, нужно бы так, чтобы не было никаких войн, не было никаких катастроф, чтобы люди жили там, где они родились, жили там, где им удобнее. Но, к сожалению, этого нет. К сожалению, войны продолжаются, и пока продолжается вот такая мировая нестабильность, будут продолжаться и бесконечные потоки мигрантов, в том числе и те, которые сейчас идут по иранской территории из Афганистана в Турцию. Что ж, последняя история на сегодняшний дайджест – это Королевство Саудовская Аравия. Королевство Саудовская Аравия сейчас столкнулось с ростом заболеваемости коронавирусом, несмотря на жесткие локдауны, несмотря на массовую вакцинацию. Не всех вовремя вакцинировали, не всегда была возможность добиться вакцинации всех тех, кого нужно было бы вакцинировать. В итоге теперь закрыты все общественные места для посещения невакцинированным. Теперь попасть в торговые центры, теперь попасть в места какой-то местной власти, теперь попасть в мечети, в общественный транспорт можно только предъявив свидетельство о том, что ты прошел вакцинацию. Вот видите, установили какие-то там проходы, стоят блокпосты. На этих блокпостах дежурят какие-то специальные охранники, которые проверяют в мобильных телефонах. Каждый входящий должен продемонстрировать QR-код, должен продемонстрировать свидетельство того, что он прошел вакцинацию. Если не прошел вакцинацию, если нет у тебя QR-кода или какой-то бумаги, подтверждающей то, что ты получил уже все вакцины, все, сиди дома, ты не можешь попасть там ни в автобус сесть, не можешь ни отправиться ни за покупками, ни в мечеть, ни отправиться к каким-то чиновникам для того, чтобы получить необходимые тебе документы. Все. Вот таким образом, те, кто не получил вакцину, таким образом, те, кто не получил свидетельство о том, что вакцинация пройдена, фактически оказываются заперты в домах. Что ж, на этом дайджест у нас сегодня заканчивается, и от дайджеста переходим к большим обстоятельным историям. Начинаем сегодня с Боснии и Герцеговины. Это бывшая Югославская республика, наверное, с самой сложной судьбой из всех бывших югославских республик. На самом деле, там мало у кого из тех республик, которые входили в состав большой социалистической Югославии, была бы легкая судьба. Ни о ком нельзя сказать, вот они там прекрасно живут и всегда прекрасно жили. Там у каждой из республик были свои большие и малые трагедии. Кто-то переживает эти трагедии и сейчас, для кого-то они остались в прошлом. Но вот Босния, как мне кажется, по моему субъективному мнению, действительно вот тяжелее всего переживает и тогда переживала распад Югославии, и сейчас переживает последствия этого распада. Там по-прежнему есть большое количество незаживших ран. Давайте посмотрим сюжет, кстати, о том, как распадалась Югославия, и вот с какими трудностями сталкивались те государства, которые сейчас получили независимость в начале и середине 90-х, как раз в момент распада одной большой Югославии. Югославия как независимое государство появилась в 1918 году, вскоре после окончания Первой мировой войны. Поначалу существовавшее как монархия, оно объединило несколько регионов Юго-Восточной Европы, большинство из которых прежде входили в состав Австро-Венгерской и Османской империй. Лидирующая роль в новом государственном образовании отводилась Сербии. Это подчеркивалось в первом названии страны – Королевство сербов, хорватов и словенцев. Кроме того, управляла королевством именно сербская монаршая династия Карагеоргиевичей. В
В 1941 году после нацистской оккупации монархия пала, а после поражения Германии во Второй мировой Югославия вновь стала независимой страной. К власти в ней пришли коммунисты, а ее официальное название сменилось на Социалистическая Федеративная Республика Югославия. Формально все входившие в состав Федерации Республики были равны в своих правах. Однако именно Сербия оставалась главной частью страны. Именно там располагались все центральные органы власти, редакции главных медиа, основные культурные и спортивные организации. Сербы являлись и крупнейшей этнической группой Югославии. Около 40% граждан страны относили себя именно к сербам. Второй крупнейшей этнической группой были хорваты, которых было примерно вдвое меньше, чем сербов. К 1991 году волна демократических преобразований, прокатившаяся по Восточной Европе, добралась до Югославии. Национальные элиты, входивших в состав Федерации Республик, одна за другой начали объявлять о независимости. Первыми это сделали словенцы, заявившие о выходе из состава Югославии в июне 1991 года. Центральное югославское правительство пыталось помешать Словении покинуть Федерацию и отправило в республику армию. Однако военная операция оказалась неудачной. Сербию от Словении отделяла территория Хорватии, жители которой сочувствовали словенцам и тоже заявили о разрыве с Югославией. После объявления о начале боевых действий внутри страны из югославской армии начали массово дезертировать хорваты, словенцы, боснийцы и представители других национальных меньшинств. Это заметно ослабило потенциал вооруженных сил в войне против стремившейся к независимости Словении. На руку словенцам сыграло и то, что в их республике практически не нашлось этнических сербов, готовых вступить в ополчение и воевать за сохранение единой Югославии. После 10 дней боев, в основном партизанских, в ходе которых словенские силы самообороны устраивали засады на югославские военные колонны и захватывали армейские базы, правительство Югославии приняло решение о выводе из Словении своих сил. Примерно в одно время со Словенией фактическую независимость обрела еще одна республика. О выходе из Югославии заявила Македония. Ее прощание с умирающей федерацией вышло и вовсе мирным, но не потому, что Сербия не хотела бы удержать македонцев, а потому что ее армия уже завязла в тяжелых боях в Хорватии. На стороне прибывших из Сербии частей югославской армии против независимости Хорватии воевали и многотысячные хорватские сербы. Похожая ситуация сложилась и в еще одной республике – Боснии и Герцеговине. И, например, знаменитый мост в городе Мостар был уничтожен именно хорватской артиллерией. К счастью, сейчас он восстановлен в первоначальном виде. В ходе боевых действий все стороны совершали военные преступления, самым известным из которых стало убийство 8000 мужчин и мальчиков-мусульман боснийскими сербами в Сребренице. Это преступление международные судебные инстанции признают актом геноцида. Хорватская и боснийские войны закончились в 1995 году, но исход их был разным. Хорваты в ходе молниеносной операции «Буря» ликвидировали самопровозглашенные сербские квазигосударственные образования на своей территории, тогда как боснийцы согласились на легализацию такого образования на своей территории. Более того, представитель этого образования, оно называется Республика Сербская, входит в состав Президиума Большой Боснии и имеет право влиять на решения государственной важности. С течением времени Сербия признала потерю контроля над бывшими югославскими республиками и в 2006 году после референдума предоставила независимость Черногории. Таким образом, сейчас на территории бывшей Югославии существует 6 признанных мировым сообществом государств: Босния и Герцеговина, Хорватия, Словения, Македония, Черногория и Сербия. И одно частично признанное в 2008 году о своем выходе из состава Сербии объявило населенное преимущественно албанцами Косово. Произошло это через 10 лет после начала последней
Югославской войны, в ходе которой Сербия стремилась вернуть контроль над мятежным регионом. В тот конфликт вмешалась НАТО, сербы вынуждены были отвести свои войска и согласиться на передачу края в управление международной администрации. Предполагалось, что дальнейшая судьба Косово будет решена в ходе переговоров, однако местный парламент в одностороннем порядке объявил о независимости края, которую к сегодняшнему дню признала примерно половина стран. Среди тех, кто не признает независимость Косово и все еще считает край частью Сербии, Греция, Казахстан, Испания и Украина. Так вот, смотрите, Югославия, когда распадалась, и Босния в 95 году согласилась с местным сербским так называемым ополчением. Не только были там, конечно, ополченцы, там была регулярная армия под видом там трактористов, шахтеров, все знакомо нам. Так вот, боснийское руководство согласилось на условия этих самых сербских ополченцев о предоставлении им особого статуса внутри одной большой Боснии и Герцеговины. Так появилось образование, территориальное образование, которое называется Республика Сербская. В этой Республике Сербской, ее глава этой Республики Сербской, кроме того, является еще и одним из глав одной большой Боснии. Дело в том, что вот это вот политическое регулирование привело к тому, что в Боснии до сих пор нет одного единственного президента. В Боснии роль одного президента выполняет президиум из 3 человек, такой трехголовый Змей Горыныч. В президиум всегда входят представители боснийских мусульман, боснийских хорватов и боснийских сербов. И любое политическое решение должно быть принято только в консенсусе между всеми этими тремя головами одного президиума. Грубо говоря, вот есть парламент Боснии и Герцеговины, он принимает какой-то закон, этот закон дальше должен быть подписан всеми 3 участниками президиума. Если хоть один не согласен с этим, все, закон не принимается ни в коем виде. И почему так сложилось? Дело в том, что почему вот боснийцы вынуждены были пойти на такой шаг. Дело в том, что в 90-х годах была устроена резня в Сребренице, которая была признана геноцидом, и тогда было боснийскими сербами убито больше 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков. Они были безоружны, они не состояли ни в армии, ни в ополчении. Их просто убили просто за то, что они были боснийцами, просто за то, что они были мусульманами. И этот эпизод после почти 4 лет войны настолько потряс политическое руководство Боснии и Герцеговины, настолько продемонстрировал вот готовность их противников совершать совершенно невообразимые преступления, что они согласились на их условия, лишь бы только не повторять, лишь бы только вот гарантировать, что такого никогда в будущем не повторится. В итоге пошли на соглашения, они называются Дейтонские мирные соглашения. Согласно этим соглашениям, как раз вот власть поделена между разными этническими группами. Каждая из этнических групп имеет своего представителя в президиуме. А плюс ко всему у боснийских сербов есть еще вот это их анклав, на который не распространяются законы Большой Сербии, на который не распространяются там те положения, которые действуют прошу прощения, Большой Боснии, не распространяются те положения, которые действуют на территории самой Боснии. Они там сами по себе живут, но при этом диктуют боснийцам, как им самим-то существовать. Для того, чтобы хоть как-то уравновесить вот это вот понятно, вот это Змей Горыныч, который, скорее всего, ни по каким вопросам не сможет договориться, был придуман у ООН, Организации Объединенных Наций, был придуман пост верховного представителя по Боснии. И вот совсем недавно в конце июля или в самом начале августа предыдущий верховный представитель, он был из Австрии, звали его Валентин Инска, зовут его Валентин Инска, он покинул этот пост и незадолго до ухода со своего поста он принял распоряжение, фактически принял закон, согласно которому
отрицание геноцида в Сребренице является преступлением. Теперь любой, кто отрицает геноцид, будет считаться преступником и будет отвечать перед судом за преступление перед Боснией и Герцеговиной. Как же взвились тут же, значит, представители Республики Сербской, заявили о том, что, значит, это нелегитимное решение, что это было просто военное преступление, а не геноцид. Дошло до того, что сейчас они, представители Республики Сербской, бойкотируют в работу всех органов власти совместных, всех органов власти Большой Боснии и Герцеговины. То есть тот человек, Милорад Додик, который входил в президиум, покинул президиум. Представители сербских партий, которые сидели в общем, в большом парламенте Боснии и Герцеговины, покинули этот парламент. Министры сербские в правительстве Боснии и Герцеговины покинули это правительство. Они пошли еще дальше в Республике Сербской, и они там приняли закон, согласно которому обвинение представителей Республики Сербской в геноциде является преступлением. То есть дело в том, что очень часто и в прежние годы, и сейчас те люди внутри Боснии, которые критикуют сложившуюся ситуацию, когда есть, фактически такой, понятно, что это во многом условное и притянутое за уши сравнение, но тем не менее, такой ДНР, ЛНР легализованный, они говорят: слушайте, ребят, так они же добились статуса своего нынешнего легального статуса только за счет того, что они устроили геноцид, и наши тогдашние лидеры в 95 году испугались повторения этого геноцида и пошли, дали им возможность узаконить эту свою территорию. Фактически, эта их республика построена на геноциде. Так вот, теперь такие утверждения будут караться в Республике Сербской по закону. Человек, который что-то такое говорит, тут же будет отправляться под суд, а дальше в тюрьму или под какой-то огромный штраф. В итоге что получается? Есть Босния большая, которая теперь карает за геноцид, и есть внутри этой Боснии Республика Сербская, которая говорит: нет, вы что, с ума сошли? Нет, теперь если вы будете говорить что-то про геноцид, мы сами вас будем карать. И впервые с 95 года настолько в большое противоречие, настолько в большой диссонанс входят сейчас законодательство и вообще политическая жизнь большой Сербии, большой Боснии и ее маленького кусочка Республика Сербская, что уже впору говорить о возможной попытке нового отделения сербов, новой попытке провозглашения какой-то своей государственности или присоединения к соседней Сербии. И уже об этом предупреждают международные наблюдатели, говорят о том, что, слушайте, ребят, они же там всерьез взялись за очередные какие-то сепаратистские проделки. Причем взялись не просто так, а их активно поддерживает в этом, кто бы мог подумать, Россия. Там и Сергей Лавров, министр иностранных дел России, часто ездит и очень любит этого Додика, встречается с ним, обнимается. И деньги туда поступают на самые разные там околокультурные программы, в ходе которых их воспитывают, я имею в виду жителей Республики Сербской, в духе того, что, значит, эти вам не братья, боснийцы вам не братья, а хорваты вам не братья у вас только, значит, там в Москве сидят. В итоге Москва не только в Украине, не только в Грузии, не только в Молдове постоянно подпитывает какие-то такие злобные, лютые сепаратистские настроения. Ну и, в общем, далеко от ее границ на Балканах тоже этим занимается. Какая ей от этого выгода? Я подозреваю, что никакой, кроме потешить какие-то свои имперские амбиции. Но на самом деле за этим нужно следить, потому что боснийская война как раз которая последовала за распадом Югославии на территории Боснии и Герцеговины, была одна из самых кровавых в истории Европы после Второй мировой. За период с 92 по 95 год, когда она длилась, погибло около 100 тысяч человек, возможно, даже и больше. В Боснии по-прежнему, в 95 году закончилась война, и в Боснии по-прежнему продолжаются поиски пропавших без вести, по-прежнему находят все новые и новые захоронения людей, погибших на той войне. И тут находится теперь где-то в Кремле разжигатель, которому мало, наверное, было 100 тысяч погибших тогда, в 90-е годы. Он
продолжает каким-то образом искусственно поддерживать, нагнетать конфликт, не знаю, вот только похоже в каком-то своем вот этом вот имперском безумии в попытке вернуть себе какое-то имперское величие. Поэтому, похоже, это та тема, хотелось бы нам, не хотелось, но это та тема, за которой мы будем следить, та тема, к которой мы будем время от времени возвращаться. Ну а пока переходим дальше и отправляемся в Индийский океан, на маленький-маленький островок, который принадлежит государству под названием Маврикий. Маврикий, в принципе, островное государство, и среди тех островов, которые принадлежат Маврикию, есть, вот смотрите, вот такой архипелаг, состоящий из двух малюсеньких островочков, который называется Агалега. Когда я говорю малюсенькие, они действительно малюсенькие, там население меньше 300 человек на этой Агалеге, и тут выяснили журналисты из Аль-Джазиры и те люди, которые сотрудничают с Аль-Джазирой, что на этом Агалега сейчас строится настоящая военная база вооруженных сил и военно-воздушных сил Индии. Вот здесь вот видно даже в динамике, как на острове среди вдруг какой-то растительности, среди каких-то джунглей, вдруг появляется взлетно-посадочная полоса очень большой протяженности. Это взлетная полоса длиной почти 3 километра. Эти 3 километра достаточно для того, чтобы поднимать груженные бомбардировщики или принимать какие-то тяжелые транспортные самолеты с чем угодно. И с вооружением, и с живой силой, и с какой-то техникой. Там, судя по тому, что раскопала Аль-Джазира, работы ведутся с 2019, а то и с 2018 года. Построены несколько жилых зданий, в которых сейчас живут строители, но они похожи больше на какие-то казармы для будущей живой силы. И там, кроме того, еще построено несколько, скажем так, нежилых помещений. Например, госпиталь, про который сами жители островов Агалега говорят, что он гораздо лучше, чем те больницы, которые есть у них там. А для чего все это делается? Зачем вдруг индийцам нужно строить на территории Маврикия, на территории маленьких островов, где-то там посреди Индийского океана военную базу? А дело в том, что эта военная база находится на пересечении, наверное, самых важных мировых путей торговых. Она находится где-то там, грубо говоря, на полпути между Ближним Востоком с иранской нефтью, значит, катарским газом и всеми прочими полезными ископаемыми, Африкой, в которой сейчас активно вкладывают деньги Китай и куда идут китайские инвестиции, собственно говоря, самим Китаем, Индией, Пакистаном, еще и Австралией. И по некоторым данным до 60% всего мирового товарооборота так или иначе проходит через ту часть Индийского океана, в котором расположены вот эти вот маленькие острова, на которых Индия сейчас строит свою базу. И интересно вот еще какая. Wikileaks, интересная деталь. Wikileaks – это огромная база документов, которые были секретны, но с помощью тех или иных информаторов туда были слиты огромные базы всяких разных документов. Так вот, Wikileaks опубликовал еще несколько лет назад перехват сообщений между британскими дипломатами в 1975 году. И вот в 1975 году британские дипломаты обсуждали между собой возможное появление на этих самых островах, где сейчас индийцы обосновываются, советской военной базы. И британские дипломаты обсуждали, что, оказывается, Советы тогда, в середине 70-х, присматривались именно к этим островам как к возможной точке своей какой-то силовой для того, чтобы каким-то образом диктовать свои условия в той части Индийского океана и тем государствам, которые так или иначе завязаны на торговлю через Индийский океан. Сама по себе милитаризация мирных островов – это уже достаточно невеселая история. Сама по себе милитаризация острова, где люди жили годами, веками, жили там за счет рыболовли, за счет добычи кокосов, а сейчас их уклад жизни ломается. Это уже само по себе совсем не весело, но есть еще и немалая опасность того, что
люди оттуда будут насильно переселены, и насильно им придется менять место жительства, искать себя где-то на новой родине, пытаться обрести себя в каких-то новых, часто непривычных для них условиях. Тем более, что прецеденты такие уже были. Совсем недалеко в мировых масштабах от этого острова есть архипелаг Чагос. Островитяне, эти обитатели Чагос, были переселены насильно оттуда. Но, кстати, есть сюжет об этом. Давайте посмотрим, а потом пойдем дальше. Чагос – группа из 64 островов в Индийском океане, права на которые предъявляют сразу два государства – Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии и Республика Маврикий. До начала эпохи великих географических открытий острова Чагос были необитаемы. Время от времени к их берегам прибивала унесенная штормом лодки рыбаков и торговцев с расположенных в полутысячи километров Мальдивских островов, но они при первой же возможности покидали Чагос, даже не пытаясь организовать на совсем небольшом архипелаге постоянное поселение. В XVI веке на Чагос наткнулись португальские мореплаватели. Первым из них был ревностный католик Педро де Машкареньяш. Он-то и дал островам нынешнее название. Чагос по-португальски значит «раны». Первооткрыватель имел в виду раны Христа, нанесенные ему во время распятия. Дав архипелагу название, португальцы вскоре забыли о нем. Лишенное населения, полезных ископаемых и ценной древесины, крохотные острова были неинтересны могущественной и богатой португальской империи. Около 200 лет после открытия европейцами Чагос оставались необитаемыми и порой служили тюрьмой для пиратов или бунтовщиков из числа экипажей кораблей. Их попросту высаживали на берег, где те жили рыбной ловлей и надеждой на то, что их заберет проходящее мимо судно. Лишь в конце 18 века на архипелаге появляется постоянное население. Новая империя, на этот раз французская, взялась за колонизацию островов в Индийском океане и отправила на Чагос первых поселенцев. Ими стали фермеры, взявшиеся за разведение прежде отсутствовавших на архипелаге кокосовых пальм. Французы так рьяно взялись засаживать острова пальмами, из которых добывали кокосовое масло, что на картах 18 и 19 веков Чагос часто указаны как масляные или пальмовые острова. Но французам довелось править архипелагом совсем недолго. Первые их колонии появились на Чагос в 1770-х годах, а уже в 1814-м, после разгрома Наполеона в Европе и краха его империи, острова отошли британцам. Они сохранили основанные французами плантации, для работы на которых завезли чернокожих невольников. Сами британцы на Чагос практически не жили, наведываясь лишь за урожаем кокосов. Управлялся архипелаг имперскими чиновниками с острова Маврикий, который тоже был включен в состав британских колоний. Жившие на архипелаге выходцы из разных африканских стран сформировали особый этнос и стали называться чагосианцы. В середине 19 века, после запрета рабовладения в Британской империи, они получили свободу, но покидать Чагос отказались. Их потомки мирно жили на архипелаге до середины 60-х годов уже 20 века, когда Лондон решил превратить Чагос в военную базу. В 1965 году архипелаг был официально переименован в британскую территорию в Индийском океане. В следующем году американская армия получила разрешение на использование этой территории в своих целях. На Чагос началось строительство авиабазы и порта для военных кораблей, ради чего были вырублены плантации кокосовых деревьев. Все население островов было выселено. Потомки рабов насильно отправили на Сейшелы и Маврикий, где к ним часто относились враждебно, как к чужакам, и где их социализации мешал языковой барьер. Чагосианцы говорили на особом наречии, представлявшем собой смесь французского, английского и голландского языков. Эта смесь была непонятна жителям тех стран, куда принудительно выселили обитателей архипелага. При этом правительство Маврикия настаивает на том, что Чагос не может считаться британской территорией и должны принадлежать Республике Маврикий, получившей независимость от короны в 1968 году. Чиновники Маврикия и чагосианцы инициировали рассмотрение дела о принадлежности островов в Международном суде ООН.
в феврале 2019 года судьи постановили, что перевод архипелага под прямое управление Лондона и последующее выселение его обитателей является нарушениями международных законов. Вскоре после этого Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Великобритании покинуть Чагос. Эту резолюцию поддержало 116 государств. На стороне Лондона выступили лишь 5 государств, включая США, которым Великобритания разрешила использовать острова в военных целях до 2036 года. В Лондоне уверяют, что передадут острова Маврикию, как только они перестанут играть важную роль в обеспечении безопасности региона и мира в целом. Базирующиеся на Чагос авиационные звенья принимали участие в военных операциях США в Ираке и Афганистане. Кроме того, на архипелаге есть тюрьмы, в которых содержатся подозреваемые в причастности к громким терактам. Выселенные чагосианцы и их потомки требуют от властей США и Великобритании позволить им вернуться на родину, но не находят поддержки ни в судах, ни в Белом доме. В 2012 году лишенные родины островитяне собрали десятки тысяч подписей под обращением к президенту США Бараку Обаме с просьбой позволить им вернуться домой. В ответ американские власти опубликовали документ, в котором указали, что признают Чагос частью британской территории и рекомендовали обсуждать все спорные вопросы с Лондоном. Сейчас на Маврикии, Сейшелах и в Великобритании живет около 2000 чагосианцев. Нынешнее население архипелага 3000 человек. Все они военнослужащие США и Британии и члены их семей. Вот что-то такое, как опасаются островитяне, может ожидать и острова Галега. Повторюсь, да, там, правда, не британцы, не американцы, а индийцы, судя по всему, строят военную базу. Причем, если там британцы с американцами вполне официально говорят о том, что да, это наша база, да, мы считаем, что нам она нужна, и мы пока никому не будем отдавать эти территории, то Аль-Джазира, это та редакция, те журналисты, которые раскопали историю про Агалегу. Вот индийцы ничего Аль-Джазире не подтверждают и не опровергают. Никакой информации о том, кто строит на самом деле эту базу, а имеет ли к этому отношение индийская компания, какие-то индийские компании, официально не подтверждается. Есть какие-то документы, согласно которым, да, вот есть госзаказ на строительство порта, на строительство взлетно-посадочной полосы, каких-то сопровождающих построек и так далее. Но официально никто ничего не говорит. Правда, судя по всему, индийцы действительно могут это делать, действительно могут сейчас пытаться заняться какой-то такой экспансией за пределы той территории, на которой они уже достаточно давно обосновались. Зачем? Почему они это происходит? Ну, во-первых, продолжается противостояние и экономическое, и политическое и с Китаем, и с Пакистаном, и индийцев, которых больше, там уже давно больше миллиарда, и они хотят о себе заявить тоже как о значимой мировой силе, если не о мировой, то хотя бы как о региональной, для того, чтобы с ними считались и их соседи, и другие страны. Собственно говоря, каких-то других историй, кроме как заявить о себе как об имперской силе, о силе, которая способна где-то силой что-то навязывать кому-то свою волю, пока по какой-то причине не придумали. Почему-то никто не хочет из политиков, из руководителей крупных государств решать проблемы не силой, а умом, дипломатией и так далее. Хотя, повторюсь еще раз, да, сами индийцы пока ничего не подтверждают и не опровергают. Вот есть только информация, полученная журналистами Аль-Джазиры. Правда, эта информация достаточно впечатляющая. Мы вот все видели сейчас с вами сделанную с помощью каких-то современных технологий фотографию того, как буквально за несколько месяцев появилась огромная, мощная взлетно-посадочная полоса на острове, который не то что там от Индии, от основного Маврикия отделен больше, чем тысячами километров Индийского океана. То есть это же нужно было туда доставить не только людей, туда на край мира нужно было доставить и огромное количество техники и стройматериалов. И все это каким-то образом сделали. Но не просто же так, наверняка для того, чтобы пытаться оттуда демонстрировать какие-то свои такие амбиции, имперские амбиции как минимум региональные.
Так, кто еще у нас амбиции продолжает демонстрировать, по крайней мере, региональные? Талибы. Талибы, я уже говорил сегодня об этом в дайджесте, продолжают наступление. Американцы еще даже не до конца вывели свои войска оттуда. Американцы, последний солдат или офицер должен покинуть Афганистан 31 числа, 31 августа, еще, собственно говоря, около 3 недель остается до этой даты, но талибы переходят в активное наступление. И вот известно, что с пятницы начинает, то есть вот в пятницу они уже взяли под свой контроль первую столицу провинции афганской. До этого они брали в основном не очень большие города или селения, а сейчас они уже перешли к тому, что захватывают столицы провинций. То есть они берут под свой контроль уже административные центры разных регионов Афганистана. Известно, что в пятницу была захвачена первая такая столица, город Заранж, а сегодня, в понедельник, еще как минимум 2 столицы, то есть за выходные и за понедельник 2 региональные столицы оказались в руках у талибов в разных частях, не только вот на юге, но и на севере Афганистана. То есть они фактически берут Афганистан в такие тиски, пытаются, судя по всему, вот центральный Афганистан и Кабул в том числе взять в окружение для того, чтобы потом, можете себе представить, да, если все вокруг будет уже под правительством, под управлением талибов, а Кабул останется просто в огромном таком талибском море, сколько он там продержится? Понятно, что не так уж долго он и сможет продержаться. Американцы выходят, или по большей части уже вышли из Афганистана. Сейчас международно признаваемое афганское правительство просит, умоляет что-то сделать с продолжающимся наступлением Талибана, просят сделать все возможное для того, чтобы это наступление, если не остановить, то хотя бы немножко замедлить. Находящихся на территории Афганистана международных сил коалиции недостаточно, конечно, сейчас для этого. Тем более талибы захватили огромное количество вооружений и техники, которая либо принадлежала американской армии, либо было передано американской армии своим местным афганским союзникам. То есть теперь они не только отлично мотивированы, они теперь не только считают, что возвращают то, что принадлежит им и так, они теперь еще отлично экипированы, отлично вооружены, а на их сторону переходят представители афганской армии, афганских спецслужб, сдаются им часто целыми отрядами и вливаются в ряды Талибана. Что делают американцы? У американцев не так много сейчас есть способов хоть как-то отреагировать на просьбу афганского правительства повлиять на наступление талибов. Например, они поднимают в воздух свои беспилотники, которые очень здорово проявили себя еще на самых первых этапах афганской войны в начале 2000-х годов, когда использовались они и для разведки, и для нанесения точечных каких-то ракетных ударов. Эти беспилотники сейчас вновь активно используются, и впервые более чем за год американцы отправили на территорию Афганистана, вернее, в воздух над Афганистаном огромные бомбардировщики Б-52, которые в принципе-то базируются достаточно далеко, так если по карте смотреть, от Афганистана. Базируются они на авиабазе в Катаре. На американской базе в Катаре огромные бомбардировщики Б-52 подняты, кроме того, в воздух еще и самолеты-топливозаправщики «Стратотанкер», которые прямо в воздухе заправляют эти Б-52. И вот американцы, судя по утечкам, которые публикуют сейчас американские медиа, очень надеются с помощью бомбардировщиков Б-52, если не переломить вот этот вот ход войны, то, по крайней мере, существенно замедлить наступление талибов. И действительно сейчас ставка на вот эти вот огромные летающие крепости. Американцы фактически поставили все на них, и немножко на свои беспилотники. У нас есть сюжет о Б-52. Давайте посмотрим, почему же именно на них сейчас американцы делают основную ставку вот на нынешнем этапе войны в Афганистане.
Дальний бомбардировщик Б-52 Stratofortress «Стратосферная крепость» разрабатывался и строился специалистами компании Boeing как самолет, способный доставить и сбросить на любую точку СССР как минимум 2 термоядерные бомбы. Цифра 52 в названии самолета отсылает к году первого полета. Испытательный подъем бомбардировщика в воздух пришелся именно на 1952 год, а с 1955 года Б-52 стал официально эксплуатироваться военно-воздушными силами США. Самолет, оборудованный 8 двигателями и способный лететь на высоте до 15 тысяч метров, принял участие в большем количестве войн и конфликтов, чем любой другой летательный аппарат в истории. Первые боевые, а не учебные или тренировочные полеты Б-52 начались в марте 1965 года, после вступления США в войну во Вьетнаме. Еще до отправки наземных частей американцы рассчитывали переломить ход войны массовыми бомбардировками, в которых были задействованы в том числе и Б-52. Известная как операция «Раскаты грома», эта военная кампания растянулась на несколько лет и ожидаемого эффекта не принесла. Но в ее ходе стратосферные крепости зарекомендовали себя как исключительно надежные боевые машины. Кроме того, доказало свою эффективность и установленное на самолете стрелковое вооружение. С помощью крупнокалиберных пулеметов экипажи Б-52 в ходе Вьетнамской войны уничтожили больше истребителей противника, чем любые другие экипажи любых других бомбардировщиков. Еще один рекорд был установлен этими самолетами в ходе иракской кампании 1991 года. Тогда Б-52 преодолевали за один вылет порядка 23 тысяч километров, поднимаясь с авиабазы в американской Луизиане, дозаправлялись в воздухе, наносили удары по целям на Ближнем Востоке и возвращались в США. Кроме того, Б-52 установил и рекорд дальности полетов без дозаправки. Еще в 1962 году один из базировавшихся в японской Окинаве бомбардировщиков отправился в полет на одну из испанских баз, преодолев за 22 часа больше 20 тысяч километров. Использовались Б-52 во время бомбардировок Югославии в 1999-м, в афганской войне и второй иракской кампании. Несколько боевых бомбометаний с Б-52 задокументированы и в ходе войны против ИГИЛ. Так именно эти самолеты с высокоточными бомбами на борту использовались для уничтожения складов с оружием джихадистов вблизи иракского Мосула и для ликвидации позиций противника в сирийском Хишаме. Для боевого атомного бомбометания Б-52 никогда не использовался. Единственное в истории применение атомных бомб в ходе боевых действий произошло еще до появления этого самолета. 2 заряда на японские Хиросиму и Нагасаки американцы сбросили с бомбардировщика Б-29 «Суперкрепость». Но и Б-52 много раз поднимался в воздух с атомным вооружением на борту в ходе испытательных и учебных полетов. Как минимум 4 самолета потерпели крушение в ходе таких вылетов, и по неофициальной информации, по крайней мере, одна из потерянных в ходе аварии еще в 60-е годы термоядерных бомб так до сих пор и не найдена. Вероятнее всего, она затонула в море у берегов Гренландии. Б-52 вот уже несколько десятилетий остается одним из самых известных самолетов в мире. В честь этого бомбардировщика получила свое название популярная в 60-х женская прическа, коктейль и рок-группа B-52s. Кроме того, самолет является одним из главных героев как минимум 2 голливудских фильмов. И если один из них, выпущенная в 1957 году картина о вымышленных событиях Холодной войны под названием «Бомбардировщики Б-52», не оставил никакого заметного следа в искусстве, то другой, поставленный Стэнли Кубриком, «Доктор Стрейнджлав» или «Как я перестал бояться и научился любить атомную бомбу», не только входит во всевозможные списки и рейтинги лучших фильмов 20 века, но и до сих пор не утратил своей актуальности. Производство самолетов Б-52 было прекращено в 1962 году, после того, как было построено в общей сложности 744 бомбардировщика различных модификаций. По данным на конец 2015 года, американские ВВС располагали 58 единицами Б-52 в активной эксплуатации при 18 машинах в резерве.
Конечно, это очень мощный, очень хороший самолет, который пробудет в строю как минимум до 2052 года, то есть успеет отметить столетие с того момента, когда был принят на вооружение. Но, похоже, победить талибов с помощью только лишь Б-52 не удастся. Сейчас разные представители афганской власти призывают американцев либо приостановить вывод войск, либо вообще вернуть, по крайней мере, часть тех солдат и офицеров, которые были расположены, расквартированы на территории Афганистана. Но есть уже заявление от Пентагона, от Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, в котором говорится, что все планы будут выполнены в срок и в полном объеме, что никто из американских военнослужащих не останется на территории Афганистана, и что до 31 августа все они покинут эту центральноазиатскую страну. Кроме того, Пентагон сегодня еще и распространил заявление, в котором призывает талибов приостановить боевые действия, в котором сообщает о том, что вот те боевые действия, которые продолжаются сейчас на территории Афганистана, что в этих боевых действиях продолжают гибнуть люди, в том числе женщины и дети, в том числе совершенно не имеющие отношения к армии или спецслужбам Афганистана люди. Так вот, эти боевые действия наносят имиджевый урон самому Талибану, и американцы считают, что, продолжая эти боевые действия, талибы отталкивают от себя афганский народ, и поэтому им, наверное, стоило бы эти боевые действия прекратить. Что можно сказать? Судя по всему, конечно, это такие, скорее всего, дежурные заявления, и никто всерьез не рассчитывает на то, что, прочитав какие-то сообщения из Пентагона, талибы вдруг остановят свое наступление, талибы вдруг скажут: да, мы были неправы, останавливаемся здесь, дальше не пойдем. Тем более уже известно, что на прошлой неделе с похожим, часто прямо дословно повторяющим заявление Талибана выступили представители, прошу прощения, заявление Пентагона, выступили представители Евросоюза. Вот они выступили, они тоже призвали Талибан сложить оружие или, по крайней мере, прекратить хотя бы на время боевые действия. Никакой реакции не последовало, наоборот. Понятно, что это чистой воды совпадение, но вот именно там через день или через 2 дня после этого заявления от Евросоюза Талибан изменил тактику и перешел к уже захвату больших городов. Кроме того, еще и он активен, Талибан, и внутри столицы Афганистана в Кабуле. По крайней мере, пока еще Кабул формально и на деле контролируется центральными властями Афганистана, международно признанными властями. Но, тем не менее, талибы там есть, талибы там присутствуют. И, по крайней мере, над одним из представителей кабинета министров Афганистана устроили расправу, его убили в его собственном доме или недалеко от его собственного дома, тем самым фактически продемонстрировав, что здесь они могут вести себя так, как захотят, и ничего им за это не будет. Что ж, на этом программа сегодняшняя закончена. Увидимся, услышимся через неделю, а еще до конца этой недели, в пятницу, будет еще один выпуск Prime Моцарский. Будем обсуждать там одну большую, очень важную тему — годовщину августовской войны, развязанной Российской Федерацией против Грузии. На этом прощаюсь. Всего доброго. Счастливо.